В Абхазии полным ходом идет хамсовая путина. Обеспокоенная общественность и рыбаки-любители жалуются на нарушение правил и норм промыслового лова рыболовецкими судами. Почти вся выловленная рыба перерабатывается в муку и продается на внешний рынок как сырье для комбикорма. А в ассортименте магазинов и рыночных торговцев тем временем по-прежнему нет местной рыбы. Все эти проблемы мы сегодня обсуждаем с Романом Дбаром, директором Института экологии Академии наук Абхазии. Здравствуйте, Роман Андреевич. Большое спасибо, что пришли ответить на наши вопросы. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Тема рыбного лова, да, и особенно, возможно, незаконного рыбного лова периодически возникает, особенно во время путины, да, когда у нас начинается активный вылов, в данном случае хамсы, да, как сейчас. Так ли это вообще? Наверное, надо начать с того, что рыбная путина, а точнее хамсовая путина, это сегодня и политика, и экономика, и экология. Да, и еще, естественно, наука, без всякого сомнения, которую я сегодня здесь представляю. Благодаря, например, хамсовой путине и добыче хамсы, Абхазия оказывается вовлечена в международный контекст, причем совершенно отчетливо выраженный. С одной стороны, добычей рыбы в Абхазии занимаются арендованные турецкие рыбопромысловые суда. При этом за последние, даже в советские времена, вся пойманная рыба не перерабатывалась в Абхазии. В наше время вся рыба, пойманная в Абхазии, практически за небольшим исключением перерабатывается на наших рыбоперерабатывающих предприятиях. Участниками, этого процесса являются, во-первых, люди, получающие заработную плату на этих предприятиях. Реализация ведется в различные страны мира. В данном случае это рыбная мука в первую очередь и рыбий жир. С другой стороны, я говорю о политике, потому что Абхазия в этой ситуации заключила межправительственные соглашения с Российской Федерацией. И при этом существует российско-абхазская или абхазско-российская комиссия по рыбному хозяйству и охране рыбных ресурсов. И это очень важный аспект, потому что здесь Абхазия берет на себя международные обязательства по охране рыбных ресурсов. Дело в том, что хамса в наших водах – это не просто рыба, которая появилась, исчезла. Это рыба, которая собирается практически со всего Черного моря в наших водах в зимний период. По той причине, что наши воды являются самыми теплыми в зимнее время. Россия до этого года добывала меньше хамсы, чем Абхазия. Но в этом году, благодаря тому, что в Крыму началась добыча рыбы, они, конечно, в этом году превысили объем добычи в Абхазии. В Абхазии в этом году оказался очень удачный урожайный год, и добыча рыбы уже превысила 50 тысяч тонн. Если вы меня спросите, много это или мало, я вам скажу, что это многовато с моей точки зрения, тем более, что объем, рассчитанный Институтом экологии, составляет 43 тысячи тонн, это общего допустимого улова. Я вместе со своими сотрудниками в прежние годы, будучи, председателем комитета по экологии, выстраивал всю эту конструкцию, которую просто сегодня нужно строго выполнять. Она выполняется? Она выполняется в каких-то частях, в каких-то частях в каких не выполняется? В каких не выполняется, во-первых, очень сложен контроль. Я вам могу сказать такую вещь, что, наши инспектора, практически, лишены транспортных возможностей для контроля непосредственно в море. Плюс ко всему нужны, конечно, трекеры. Трекеры, которые в любой момент времени, дня и ночи могут определить точное местоположение координат судна и зафиксировать, нарушил он зону или не нарушил. Например, гагарцы. Они, конечно, в определенном смысле возмущаются справедливо, когда они видят, что суда подходят близко-близко к берегу. Хотя существует четкий норматив, который, был приказом определен, по комитету экологии, что суда не могут подходить ближе 500 метров к берегу. Это раз. Во-вторых, они не могут останавливаться на
для каких-либо процедур, значит, в этой зоне, они могут только находиться в проходящем состоянии. То есть, грубо говоря, проверить, нарушило ли судно там условия или нет, фактически невозможно, да? Нет, сейчас... Ну, смотрите, например, гаговцы увидели, что... Есть такая возможность, к счастью, значит, наши инспектора еще с прошлых лет имеют очень хороший порядок взаимодействия с пограничниками. Значит, есть документ, на основании которого это взаимодействие, значит, процедурно определено, звонок дежурному, местоположение, ориентировочно, точные координаты, и тогда можно выставлять, значит, готовить протокол, штрафы и так далее, соответственно, до лишения лицензии данного конкретного судна для участия в пути. Смотрите, судно, допустим, судно нарушило, но арендованные абхазскими фирмами. И, естественно, значит, ответственность за нарушение несет не только капитан, но и то, значит, предприятие, которое его нанимает. Каковы санкции? Да, ну, санкции, штрафные санкции, может быть, не очень высокие, они не поменялись с прошлых лет, но, значит, в случае неоднократного и злостного нарушения, значит, просто лишают лицензии. Но к таким жестким мерам прибегали в прошлые годы буквально там единицы. Но в любом случае, значит, этот порядок, он существует, его просто нужно выполнять. У нас сегодня получается так, что бизнес существует сам по себе. Он зарабатывает на рыбе достаточно приличные деньги. Необходимо выработать схему, при которой или Министерство сельского хозяйства, или же Комитет по экологии и природопользованию будут выступать заказчиками научной продукции. И если этого заказа не будет поступать, следовательно, это будет страдать в итоге устойчивость этой схемы. А устойчивость здесь совершенно необходима, потому что этот ресурс надо сохранять как можно более длительное время, и тем самым обеспечивая регулярные поступления не только в республиканский бюджет, значит, обеспечение рабочими местами людей, с учетом того, что переработка рыбы полностью производится на нашей территории. Ну и, естественно, здесь необходимо думать и о таких вещах, как береговые бригады. Те бригады, которые ловят рыбу и выносят ее на рынок. Это те, кто на самом деле снабжают, значит, рынок обычной рыбной продукцией. И они оказываются самыми уязвимыми в этой ситуации, потому что в советское время это были рыбколхозы. И они так или иначе находились, так сказать, в государственной схеме, значит, управления, и при этом они создавали не только продукцию, которую там... Которую можно съесть, в конце концов. В конце концов она попадала на стол человеку, но они создавали особую атмосферу морской страны. Из тавриду можно ловить и мерланга, который является диетической рыбой, и, в принципе, кефалевые. У нас 5 видов кефалевых. Но еще нужно думать о том, что ресурсы Черного моря, они ограничены во времени. То есть мы можем располагать, ну пусть еще 10 лет от силы. Дальше ситуация будет ухудшаться, причем катастрофически. Черное море весьма проблемный морской регион. Поэтому сегодня нужно ставить задачу о том, чтобы те средства, которые извлекаются при добыче рыбы такой массовой, как анчоус, это все должно капитализироваться и превращаться в, значит, программы по развитию рыбного хозяйства, выращиванию рыб, моллюсков, то есть марикультуры, аквакультуры, которая дает возможность иметь стабильный, значит, продукт, который может быть предложен в первую очередь на внутренний рынок. Большое спасибо, Роман Александрович.